Все взрослые были сначала детьми. Только мало кто из них об этом помнит. Антуан де Сент-Экзюпери. Здравствуйте! Сегодня программа «Отрицание-отрицание» будет состоять из одной авторской рубрики «Домашний музей». Вы сможете увидеть уникальную, на мой взгляд, коллекцию и познакомиться с ее обладателем Александром Шабашовым. Но прежде мне бы хотелось пересказать вам одну небольшую историю, приключившуюся во времена Первой французской революции, о которой писал в свое время Александр Герцен. Какой-то добрый француз сделал модель парижского квартала из воска с удивительной отчетливостью. Окончив долголетний труд свой, он поднес его конвенту. Сначала конвент промолчал. Ему и без восковых кварталиков было довольно дела. Образовать несколько армий, прокормить голодных парижан, оборониться от коалиции. Наконец он добрался до модели и решил господина такого-то посадить на 6 месяцев в тюрьму за то, что он занимался бесполезным делом, когда Отечество было в опасности. Вот такие были времена. За хобби, выражаясь современным языком, можно было угодить за решетку. Сейчас мы можем только приветствовать подобные занятия и восхищенно удивляться той страсти, с какой человек относится к своему увлечению. Я желаю вам приятного просмотра нашей программы и надеюсь, что она будет интересна как взрослым, так и детям. Сегодня мы побываем в гостях у Александра Шабашова. Читателям республиканской газеты «Молодежь Севера» он известен как командующий домашним парадом. Сейчас у нас есть возможность увидеть этот удивительный домашний парад и познакомиться с его хозяином. Александр, с чего началась ваша коллекция? Может быть, вы помните, какой первый экспонат был в вашей коллекции? Первый экспонат я помню, это Русабалт, автомобиль, купленный здесь, приобретенный в городе Сыктывкаре в 1979 году. Тогда была секция сувениров в нашем магазине ЦУМ. И я туда день через день ходил, заглядывал, смотрел, интересовался, с трепетом ждал, когда будет что-то новенькое. И вот это первый автомобиль, куплен там. Еще с детства Александра, как и многих мальчишек, привлекала техника. Но успешные занятия музыкой определили профессию Александра Шабашова иначе. Он закончил Сыктывкарское училище искусств по классу фортепиано, а позднее защитил с отличием диплом Пермского института культуры. Он не стал ни шофером, ни летчиком, но воплотил в жизнь мечту детства. Александр, с первого взгляда ваши экспонаты очень напоминают игрушки. Отличаются ли они чем-то от игрушек? Безусловно, безусловно. Первый критерий, первая разница от игрушек, то, что это копия. Это копия, точная копия, которая имеет масштаб, пропорции и соответствующие, которая бы вложилась в чертежи, соответствовала бы цветовой гамме палитры. Безусловно, это существенная разница. Игрушка — это нечто такое упрощенное, схематичное такое, а это уже совершенно другое отношение к этому предмету. То есть можно уже показывать фрагментарно и говорить, что это уже ты ни с чем не спутаешь, что это крыло или часть автомобиля, или эта марка автомобиля или танка говорит само за себя. Сейчас в коллекции миниатюрных транспортных средств Александра Шабашова более 1000 моделей. Среди них автомобили зарубежного и отечественного производства, железнодорожная и авиационная техника, танки и броненосцы,
а также их обитателей – миниатюрные фигурки людей. Может быть, вы расскажете о наиболее интересных, на ваш взгляд, моделях? Сложный вопрос. Все модели, все это настолько интересно. У каждой своя история и приобретение, и своя история, в прямом смысле историческая история. Ну вот, например, модель такая интересная. Малютка, это 87-й масштаб железной дороги. Я написал фирму автомобильную BMW с тем, что я коллекционер. У нас в городе есть клуб. Я провожу с ребятами выставки. У нас есть в планах постройка музея. Мы переписываемся с другими городами, с другими странами. И нам хотелось бы подробнее узнать о вашей фирме. Возможно, они восприняли это как дополнительную рекламу или как внимание к этой фирме BMW. И через короткое время я получил от них небольшую бандерольку, где вот была вот эта вот модель фирмы BMW Alpina. И было приятное письмо, в котором звучало то, что они приветствуют все то, чем мы занимаемся, и вот такую выслали модель. Вот. Эта модель интересна тем, что это 24-й масштаб. То есть она копийная, в 24 раза она от своей копии уменьшена. Это наш легендарный, знаменитый газик времен войны, ГАЗ-67, джип. Он сделан из дерева. Сделал мой хороший знакомый, руководитель кружка авиамоделизма. А они все делают модели из дерева. И это вот одна из всех моделей, которые сделаны из дерева. В отличие от других, которые выполнены там в других материалах. Вот интересная модель ГАЗ-М1. Это самодельная модель ручной работы, хантарбайт, то есть самоделка. Здесь нету ни одной заводской детали, которая бы откуда-то могла взять и использована быть в этой модели. Это вот и окрас у нее такой оригинальный. То есть мы представляем, что эта модель автомобилей выходила в 30-х, конец 30-х и 40-е годы. То есть он у нас в памяти, в мыслях он всегда был в черных тонах. А это вот именно в таком цветовой гамме, то есть коричневый и бежевый цвет, это вот такси. То есть шашечек не было, такая вот эмблемка была спереди на лобовым стеклом. Вот очень такая уникальная, редкая модель. Дальше я хотел бы вам показать образец, модель в 35-м масштабе GMC. Это американский грузовик времен Великой Отечественной войны, наших союзников, помогал нам в разгроме Гитлера. Этот 35-й масштаб представляет собой модели в этом масштабе. Это и танки, это и мотоциклы, это автомобили, это фигурки солдатиков, это непосредственно то, что связано и может быть задействовано в панорамах, в диорамах. Александр Шабашов поистине творчески относится к коллекционированию, не ограничивая область своей деятельности. Он создатель интереснейших диорам, которые вы видите сейчас на экране. А для их изготовления, по мнению Александра, необходимо прежде всего желание и творческое воображение. Его жена Елена рассказывает, что когда муж делает макеты и воссоздает в диорамах ландшафты, кухня, а иногда и вся квартира превращается в мастерскую. Александр, из каких материалов вы делаете ваши композиции? Материалы всевозможные, материалы разные, материалы порой такие, которые вот, не подумал бы другой человек, что их можно бы использовать. Материалы — это мох, это глина, это методика кукол папье-маше, это ландшафты, это горы, это может быть стружки, это может быть крупа ячневая, гречневая, это я использовал в воссоздании ландшафта железной дороги, как между шпалами всыпается гравий. Как воссоздать, как его сделать похожим в этой миниатюрке. Вот. Я долго думал, и случайно совершенно я обратил внимание на заварку гранулированного чая, выпитого, использованного
что она по структуре очень похожа. Я высушил, и у меня довольно-таки убедительно и интересно, и со мной согласились, что она подчеркивает и отражает схожесть. В Перми, откуда Александр родом, было проведено 9 выставок миниатюрных транспортных средств. Через подобные экспозиции можно более наглядно изучить историю войн и проследить развитие инженерной мысли. Как, например, видоизменилась железнодорожная техника с начала века и нашего? Но говоря о начале века, конечно, это высокие колеса, это необычные формы трубы, в которых выходил пар, это громоздкие прицепы, в которых перевозился уголь или дрова или нефть. Взять современные, это, во-первых, и дизайн, и обтекаемость, и силовая установка очень мощная, которая позволяет тянуть большой состав на хороших ходовых качествах. Динамика прослеживается тоже довольно-таки наглядно. Проходит много конкурсов. Я принимал участие в одном из конкурсов в Японии фирмы Tamiya. И вот на этих конкурсах, на этих всяких фестивалях моделисты друг с другом делятся секретами, кто-то делится, кто-то нет. Вот. И эти конкурсы, естественно, не проходят безвозмездно, есть еще, естественно, и призы, и какая-то слава, то есть их публикуют, их не работы, ну, это доставляет огромное удовольствие всем. У нас в перспективе в городе Сыктывкаре, в республике, будет свой музей. Пускай он будет называться «Миниатюрных транспортных средств», где бы мог прийти любой человек, любого возраста, будь то ребенок, будь то взрослый, будь то человек преклонного возраста, вспомнить свою историю, свою жизнь, вспомнить, может быть, на какой технике он воевал, какую технику он видел, на какой технике он служил в советской армии, в армии российской. Мог показать, если придет отец с ребенком, какие были образцы техники, гражданской техники, военной техники. Я замечал, какой неподдельный живой интерес вызывает эти миниатюры, эти вот экспозиции, эти вот панорамы, диорамы у детей и взрослых. Просто живой неподдельный интерес. И человеку в любом возрасте, а мы говорим, допустим, о экспозиции, на которую пришли школьники, дети, которая экспозиция рассказывает о Курском сражении, о Курской битве, грандиознейшем сражении. Там приняли участие колоссальное количество танков. И если показать школьникам, что вот эта вот модель танка с нашей стороны, Красной Армии, это вот с немецкой стороны, с фашистской, от фашистов, принимала участие, то ребенок быстрее запомнит ключевое слово «Курская битва», 43-й год, какие танки, какой ландшафт. Он не только запомнит, но у него будет чисто зрительная память. Александр, что для вас значит ваша коллекция? Как много вы уделяете ей времени? Что для меня значит коллекция? Ну, это, наверное, часть меня самого. Трудно совмещать, конечно, с основной работой, потому что я работаю в торгово-экономическом колледже. Работа мне очень нравится, очень интересна, очень динамичная. Работа со студентами, с людьми, с живой аудиторией. То есть нужно себя там отдавать и здесь. Ну, будем стараться совмещать. Давней мечтой Александра Шабашова является создание музея не только для уменьшенных копий техники, но и для самых настоящих автомобилей, реальных свидетелей времен,
сохранивших в себе дух истории. Александру удалось отреставрировать и сохранить автомобиль, ставший его гордостью – «Москвич-401», 55-го года выпуска. Охранял я его всеми правдами и неправдами. Одно дело, когда у тебя автомобиль современный, на ходу, когда он тебе приносит какую-то пользу, когда ты его эксплуатируешь, он тебя возит на дачу, либо в лес, либо по твоим делам. А другое дело, когда автомобиль, будем так говорить, только стоит и тешит твое мужское тщеславие тем, что он как бы ценный, это еще ничего не значит. И вот он стоял, ждал, когда будет его звездный час. И этот звездный час для него наступил в городе Перми, где я проживал с семьей. Отмечалось, не только, конечно, в этом городе, был юбилей 60 лет ГАИ. И я обратился к руководству областного ГАИ сделать выставку «Мой автомобиль, моя история». Такая выставка состоялась, она прошла с большим интересом. И в стенах Краеведческого музея города Перми этот достойный экспонат занял свое место. Я был вынужден дать ему новый, такой нарядный такой цвет. У него, можно сказать, вторая жизнь началась. Был произведен капитальный ремонт двигателя. Были произведены необходимые внутренние работы салона. Этот автомобиль интересен тем, что он изначально конструктивно не имел повторителей сигнала. Водитель этого автомобиля тех лет обязан по правилам дорожного движения подавать все повороты влево-направо и признаки торможения рукой. То есть он вытягивал руку, значит, это он налево, поднимал ее вертикально, это направо, а движение он останавливался. Этот автомобиль имел еще такую интересную тоже историю. Он был скопирован с немецкого автомобиля Opel Kadett. И здесь тоже интересный такой момент технический. У него привод стеклоочистителей работал не от электромоторчика, как у нас. Нажимаешь клавиши, работает. А он работал непосредственно от распредвала, то есть двигателя. И это звучало примерно таким образом. То есть, когда работает автомобиль, двигатель, на одних оборотах щеточки работали в одном режиме, в одном ритме. Когда скорость увеличивалась, естественно, скорость вращения работы этих тоже была гораздо быстрее. Не всегда страсть Александра к технике поощрялась его женой. Ведь его коллекция – дорогое удовольствие. Это нереализованные холодильники, стиральные машины и многое другое. Но сейчас и Елене передалось увлечение мужа. Ее покорил интереснейший и безграничный мир техники, которую мудрецы называли материализованной философией. Теперь их общей идеей стал поиск помещения под мастерскую, клуб и музей. Я готов сотрудничать, я готов помогать, я готов рассказывать, я готов выставлять, делать тематические экскурсии, выставки, какие-то обзорные экскурсии. Мне есть что показать и рассказать. С большим желанием я могу сказать, что в городе Сыктывкаре есть творческий потенциал, есть интереснейшие люди, которые собирают, которые увлекаются, которые встречаются, которые общаются, которые могут внести свой вклад в познавательный, интересный досуг нашего города. Я оптимист, я верю, что у нас получится.